В 23-м доме по улице Промышленная нас встретила на первый взгляд абсолютно простая татарская женщина. На полках в ее доме более десятка книг. Произведения Клары Булатовой, Галюси Нугаевой, Минируй Гайфуллиной, а также портреты, написанные внучкой Региной. Благодаря ним ощущаешь, что в этом доме действительно живет творческий человек. Мне вот очень нравится этот с автографом книгу мне подарила она, Сакина Нуруловна Хайруллина. Вот она, ее стихи, это у меня слов нет. За душу берет. У нее все стихи, у нее очень хорошие. Это мой кумир, можно сказать. Она пришла уже полной стихами тетрадью. И как только в руки брала первые стихи, я поняла, да, вот с этим человеком можно работать и стоит работать. Ее стихи, они несложные, простые, но в то же время у них есть своя изюминка, образ, желание сказать свое слово по-своему. Это большой плюс для каждого творческого работника, тем более так называемого поэта. И мы очень рады, что не ошиблись в ней. Она нашла свое место в нашем литературном объединении. Ее стихи полюбили наши читатели. Как нам поведала Альфия Тухватуллина, сегодня у нее есть порядка 200 написанных ею стихов. А приблизительно на протяжении 5 лет плоды творчества автора печатаются на страницах районной газеты. Спроси у любого человека, который занимается творчеством, и станет ясно, что у каждого произведения своя история. Впервые образно Альфия Ханум взяла в руки перо, когда ее отец покинул этот мир. Это было в начале 2000-х годов. Сейчас на страницах 3 полных стихов общих тетрадей воспроизведенные без спешки мелким почерком стихотворные строфы. В них и наслаждение красотой природы, и побуждающие к жизни любовные переживания, и мысли о стремлении успокоить печаль. Стихи я с детства пишу. У меня стихи, но их я никогда не хранила и не писала даже. Вот, в голове у меня всегда стихи рождались. Про маму тоже очень много стихи написала. Это уже от сердца, от души, что ли, идет. Это уже оно само собой рождается. А моментов, когда душа была заполнена мелодией, когда сердечные переживания выливались в стихотворные строки, было достаточно. Уроженка поселка Некрасовка Альфия Ханум в возрасте 28 лет остается вдовой. В одиночку она воспитывает дочь Гульнас и сына Радика, но никогда в ней не угасала тяга к творчеству. Мы удивились, когда поэтесса рассказала нам, что после окончания школы сдала вступительный экзамен в Казанское театральное училище. Спустя время пришло ответное и одобренное письмо, но начать учебу было не суждено в силу того, что родители были против. Однако связь с творчеством не была прервана. В эти дни Альфия Ханум отмечает день своего рождения. Самым ценным подарком на самый личный праздник она считает превращение своего стиха «Одуванчики» в песню. Стихи – это же красота. Ее надо увидеть, схватить, передать. Передаются через стихи, через слово передаются же. Вот, в общем, весной увидела, вот цветут, одуванчики цветут, красиво же, зеленая трава, вот и стих родился. На эти стихи, на эти слова мне написали мелодию. Идея, чтобы писать песню, идея принадлежит племяннице. Она учится в консерватории, вот она предлагала, и вот и работаем теперь потихоньку вдвоем. В очередной раз наша съемочная группа сильно удивилась, когда Альфия Ханум пригласила нас посмотреть на построенные ею дома. Оказалось, что женщина с тонкой поэтической душой посвятила себя неприсущей этим качествам профессии. Всю свою жизнь она проработала каменщиком в строительстве. Вместе с бригадой они ремонтировали объекты, находящиеся в ведении железной дороги. Дома, кирпичная кладка которых была положена ее умелыми руками, есть и на улицах Гимаддинова, Нурлатская и Промышленная. Тяжелый труд, больше присущий мужчинам, ничуть не сделал ее тонкую душу грубее и не преуменьшил любовь к жизни. Творческий ручей, всю свою жизнь идущий к красоте, все же нашел свой путь и сейчас напоминает живую реку, полную творческих оттенков. Я мечтаю писать про историю деревни своей, вот хочу писать, уж мечтаю писать, как получится, не знаю. Хочу писать рассказы, может быть, короткие, может быть, повесть.
Я надеюсь, что у меня мои планы все осуществлятся.